За считанные минуты пламя охватило весь дом. В 3 часа ночи Эся Дзариева проснулась от стука в дверь. Это был соседский мальчик, который сообщил: «Мы горим». Мать бросилась к 6 детям, о себе женщина не думала, лишь о родных. В шоковом состоянии. Зрение вообще геса. Сентября операция гежес зик. Мама болинти духждывıyor. Эрин анарда чели гежерс. Да, тянта сайлылая. Bir işte ardiyağır kalır. Ardiyağa maşin saha ardiyağa. Вообще sosyal akır gaz ve tur bir yuhalır. İlk mavasak aşar bak mavit tur bir yuhak tur bir alt центральный tur. Kıyırız olur ya çoğu. Пожар лишил крыши над головой больше 20 человек. Это 4 семьи. МЧСники сработали оперативно, но к тому времени мало что можно было спасти. Ветхий щитовой домик 60-х годов постройки. Здание деревянное, потому огонь быстро распространился по всему дому. Очаг возгорания пожарные обнаружили прямо за стенкой этой комнаты. Подгоревшие разбросанные подушки и одеяла показывают, как быстро люди бежали из своих спален. Если в другой части дома спасать уже нечего, то здесь даже сохранились мебель и игрушки детей. Все началось во второй квартире, где до этого дня жили Хасбулатовы. Люба как раз встала на утренний намаз, когда почувствовала запах гари в комнате. Тут же разбудила мальчишек, успела схватить документы. Чувствует вину за случившееся, признается женщина. Но компенсировать соседям не может. Ей бы себе помочь. Сейчас они живут в летней кухне. Там спим. Сколько вас тут кушаем. 4 детей и я одна. Вы не умещаетесь вчетвером? Ну, вчера мы только с одним сыном были. Ребенок тот маленький, 2 года всего лишь. Он был у сестры. И девочка тоже, 10 лет, она тоже у сестры. А мы с мальчиком здесь этой ночью спали. Потом придется их тоже забирать и что-нибудь придумать. Может, здесь там придумаем. Не знаете, куда переедете? Да, нет. Мы никуда не переедем, мне некуда переезжать. А за квартиру платить у меня возможности нету. До приезда пожарных жильцы пытались тушить пламя самостоятельно, но воды не оказалось. Ее отключают раз в неделю. Причина возгорания пока уточняются. Выдвинуто несколько предварительных версий возгорания. Если честно, на месте уже работают эксперты испытательной лаборатории по республике Ингушетия. Ну, дальше в результате экспертной оценки будет вынесена окончательно установлена причина пожара. В ту же ночь на место выехали и представители местной администрации. Им также поступали звонки. Сейчас составляют списки погорельцев. Обещают сделать все возможное, чтобы помочь пострадавшим семьям. Квартира является собственностью указанных граждан. После получения акта возгорания мною уже лично проведена встреча со всеми собственниками и предложено им подать заявление в адрес администрации для оказания адресной материальной помощи. По мере поступления заявлений с приложением соответствующих актов. Погорельцы даже не успели отойти от случившегося, как в сети интернет уже появился пост с просьбой о помощи пострадавшим. Сразу несколько объявлений о сборе средств. Вот только эти благодетели решили нажиться на чужом горе. Погорельцы заявляют, в помощи они нуждаются, но никакого сбора не объявляли. Просят не вестись на такие публикации. Сейчас им некуда идти, пока пострадавших приютили родственники и соседи. А кто-то ночует прямо здесь, под навесом. Хава Газикова, Магомед Шаухалов. Новости 24.